В целом сейчас картофель на рынке есть, ажиотажа его нет. Вот в рамках выездного мониторинга Министерства сельскохозяйства проведен сейчас по основным точкам выезд осуществлен. Картофель, опять же, подтверждаю, есть. Он ажиотажный спрос не создает, наличие картофеля, очередей нет. Цена, в принципе, она с учетом того, что это ранний картофель, соответственно, цена она выше. При этом на рынке имеется и картофель старого урожая, цена доходит до 200 тенге, о чем министр сельского хозяйства Сапархан Кесипбаевич Умаров заявлял. Есть такой картофель, при этом надо его, конечно, выбирать, чуть-чуть смотреть какой, но это картофель прошлого урожая. Ранний картофель у нас сейчас массово производится, в частности в Туркестанской области, более 7 тысяч гектар отведено под ранний картофель. Сбор уже начался, отгрузка уже в регионы осуществляется. В Астане уже, как мы видим, на том же рынке Шарына уже присутствует сарыагашский картофель. Цена его 280-300 тенге, в зависимости от того, какого объема ты будешь брать. В торговых сетях, конечно, цена больше, до 380 тенге за ранний картофель и 400 порядка тенге за картофель из дальнего зарубежья доходит, но при этом надо понимать, что есть различные категории товарности картофеля, то есть это есть мытый картофель, есть откалиброванный картофель, есть уже подготовленный, допустим, для употребления картофель, чищенный даже доходит. Цена, соответственно, она возрастает с учетом необходимости его доработки, обработки или там чистки, мытья, фасовки. То есть здесь не надо равняться, то есть брать максимальную цену не надо, брать на ценниках и на нее ориентировать весь рынок. Мы ориентируемся на массовое потребление, это на коммунальных рынках, и как Шарын, Шапагат, там цена в принципе сейчас адекватная, она сформировалась на уровне 300-320 тенге, там опять же в зависимости от его товарного вида. Если берешь уже фасованное в мешки, тоже цена чуть-чуть, потому что идут затраты на ее упаковку и, соответственно, тарирование. В целом цена она стабильна, 280 тенге картофель есть на рынке. Еще раз повторю, что очень важно, ажиотажа никакого нет. Поэтому даже можно проехаться по рынкам, посмотреть. Фурами продается картофель, что называется, с колес. Это прямые поставки в Туркестанской области. Сейчас мы для того, чтобы насытить регионы, исключить вот эти все надбавочные и спекулятивные злоупотребления со стороны отдельных лиц, мы сейчас будем осуществлять прямые поставки из Туркестанской области, поэтому будут сформированы отдельные поставки. Возможно, вернемся к практике проведения ярмарок специализированных, то есть регионы будут поставлять Нур-Султан и город Алматы прямые поставки собственной продукции, соответственно, не только картофель, это и овощи другие, это и мясная продукция, и переработанная продукция для насыщения, для того, чтобы слои населения наши, в том числе уязвимые, они могли по достаточно комфортной цене эту продукцию покупать и, соответственно, насыщать внутренний рынок. Это и скажется в целом на цене. То есть массово, если будет поступать по доступной цене данная сельхозпродукция, это и, соответственно, перекупщики, они тоже будут вынуждены эту цену спустить. Вот мы видим, допустим, та же самая цена между Шарыном и Магнумом, 80 тенге разница. То есть здесь в точке отправки, точке получения Нур-Султан такая цена не может быть формироваться. То есть это значит, есть надбавки, торговые надбавки. С ними должны компетентные органы, уполномоченные органы, соответственно, реагировать и бороться. Что касается сельхозпроизводства, то здесь мы обеспечены страну полностью, даже с учетом использования на пассивные цели, даже с учетом экспортных объемов, более 100% идет самообеспечение картофелем.